На берегу моря на территории Пицунды Мюсерского заповедника уже достраиваются 4 объекта для размещения туристов. Президент Рауль Хаджимба поинтересовался о том, кто строит гостиничные комплексы в закрытой зоне и на каком основании. По словам представителей администрации Пицунды, 2 застройки принадлежат Радику Худоба и Эрику Хагуш. У застройщиков никаких разрешительных документов нет, и этот вопрос не раз уже поднимался, но никаких расследований не проводилось. Роман Саидович, в заповедной зоне возможно строительство каких-либо объектов? В заповедной зоне не только строительство невозможно, в заповедной зоне вообще невозможна никакая хозяйственная деятельность. Заповедник – это самая жесткая схема охраны, природы, поэтому территории, которые попадают под заповедники, в них недопустимо вообще никакой хозяйства, даже сбор ягод, грибов и так далее, не говоря уже об охоте, рубке и прочее. А это является грубейшим нарушением законодательства. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава подчеркнул, что после того, как стало известно о незаконной стройке, он о захваченной части территории заповедника уведомил экологического прокурора. На этом этапе можно было бы остановить, если жестче отнестись к этому делу. И что сейчас предлагаете сделать? Ну, это я говорил и говорю, и в прошлый раз хозяевам. Это было с нарушением построен объект ввиду того, что захвачен часть территории заповедника, отчуждение которого в категорической форме по закону Республики Абхазия не допускается. Прокурор Денис Чанба доложил о возбуждении уголовного дела по факту незаконного захвата земли и строительства. На вопрос главы государства о том, какие меры были приняты в отношении нарушителей, ответа не поступило. Никаких дальнейших строительств быть не может. Все это должно быть прекращено. Люди потратились, сделали, по нашей же вине это все сделано. Из-за нашего отсутствия надзора надо ставить вопрос о возмещении средств для того, чтобы эти люди в другом месте выделить земли, но ни в коей мере в заповедной зоне не должно быть никакого строения. Во время съемок владельцев незаконных построек на месте не оказалось. На вопрос, будет ли принято компромиссное решение между властью и нарушителями закона, глава государства Рауль Хаджимба ответил, что компромиссного решения быть не может. Компромиссное решение по этому поводу что будет? Компромиссное решение какое может быть? А дальше, если хотят люди работать и заниматься, как говорится, бизнесом, есть соответствующие территории, где они это могут сделать. Президент посетил здание администрации Пицунда Мюсерского заповедника. Как оказалось, 2-й этаж здания в летний период сдается отдыхающим. По мнению руководства заповедника, в этом нет ничего незаконного, а вырученные средства помогают следить за заповедником. Мы сейчас в заповеднике находимся? Да. Вот мы сдаем номера людям. Вот поэтому мы хотим другим запретить сдавать. Мы сами создаем прецедент. Здание не построили, подождите, люди здесь отдыхают, да. По подлеску ходят. Белье свое вешают. Как все люди ходят, так и они ходят. Подождите, вы же должны следить за другим, чтобы здесь люди не ходили. Мы сами сдаем жилье. Да. Вот причина. У нас... Самой неожиданной оказалась стройка в так называемой зеленой зоне, буквально у ворот недостроенного детского сада. По поручению президента уже завтра территория должна быть расчищена. Долгое время в районе госдачи в Пицунде местные жители не могли попасть на берег, так как территория была перекрыта. А Рауль Хаджимба этот вопрос решил. И местным жителям не нужно будет ездить в другой район для того, чтобы попасть на берег. Мы с вами тогда обговорили, мы открыли вам эту, как говорится, пляжную территорию. Мы оторвали, как говорится, кусок от этой госдачи. Я вам давал слово, сделали мы это? Сделали. На этой территории никаких других сооружений быть не может. После проверки всех объектов прошло совещание, на котором глава государства обсудил сложившуюся ситуацию в Пицунде. Откровенно говоря, мы все с вами проспали. Все куда-то писали, что-то делали, но конкретных мер, конкретных шагов, нацеленных на то, чтобы эта ситуация была бы не такой, как мы сегодня ее видели, не было сделано. Это были просто, честно говоря, попытки отписаться всем. Все валят на вышестоящих руководителей. Мы вроде бы свое дело сделали, пусть дальше на других эшелонах власти решают эти задачи. Нет, мои дорогие, каждый из вас несет ответственность за все то, что происходит. Исходя из того, что я увидел, я могу одно сделать заключение для себя. Кто-то же дал пример этому. Кто-то же подвиг к этим процессам людей.
И в этом я вижу, в первую очередь, откровенно говоря, работников нашего заповедника. Президент Рауль Хаджимба поручил Генпрокуратуре в течение 10 дней подготовить подробную информацию о том, кто и когда выдавал документы на строительство. Премьер-министру Беслану Парциц поручено взять под личный контроль установление ограды по периметру заповедника. Этот вопрос должен быть решен в течение года. Главе управления лесного хозяйства поручено сделать соответствующие выводы и принять кадровые решения, в том числе и в отношении работников заповедника. Глава государства предложил решить вопрос выделения земельных участков гражданам вне заповедной зоны и поручил руководству Пицунды в ближайшее время представить свои предложения. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.